Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. В красном углу представитель клуба «Сапсан» Чупров Анатолий, в синем углу представитель клуба «Тайский бокс» УГТУ Холов Усманали. Спортсмены старшей возрастной категории 18 лет старше, вес до 74 килограмм. Оба спортсмена занимаются недавно и выступают впервые, и встречаются между собой впервые. Мы сразу видим, что бой начинается интенсивно, без всякой разведки. Ребята работают жестко, идут вперед, что первый, что второй номер. Прослеживается работа ногами, работа руками. Тренерский состав подсказывает им сбоку, говорит, что нужно делать. Ну, довольно неплохо двигается боец в синем шлеме. Чупров Анатолий. Подхватывает спортсмен, представитель тайского бокса УГТУ за ногу Анатолия и бросает на постил ринга. Усманали также впервые выступает. Работают они в довольно неплохой динамике. Но, тем не менее, инициативу инициативу боя пока забирает все-таки, на мой взгляд, Чупров Анатолий. Ему вот подсказывает тренер Пыстин Валерий, вот вы видите на видео, подсказывает ему левой рукой на дистанции работать, вот вы видите. И лоу-кик, но спортсмен не слышит. Раунд закончился. Оценка судей идет. Судьи считают. На повторе мы видим, как хорошо. Корпус, голова, корпус, опять голова. Размен ударами идет в 2 этажа. Спортсмены цепляются за ринг, но это им не мешает абсолютно никак. И они продолжают бой. Второй раунд. Приветствуют друг друга спортсмены. И начинается сразу же. Чупров Анатолий сразу забирает инициативу боя в свою сторону. И идет вперед. Здесь идет, конечно, обоюдная работа. Тяжело оценить. Вот. Но все же по общей картине пока Чупров Анатолий выходит вперед. Технику показывает ног и проваливается. Был бы поопытнее Усманали, он бы подхватил его или бы встретил. Разбит нос у спортсмена синего угла, представителя тайского бокса УГТУ. Очень жестко пропускает Анатолий, пренебрегает своей защитой и пропускает удар рукой. Отсчитываю ему, чтобы он восстановился. Перчатки он поднимает, показывает, что готов к бою, и продолжение боя идет. Ну, вот этот удар дает Усманали уверенности в ведении боя. Вот, вы видите, он уже начинает брать инициативу в свои руки. Тренер Юрий Бингуш кричит: «Бей лоу-кик». Но спортсмен не слышит. Заканчивается второй раунд. И второй раунд забирает спортсмен синего угла.
На повторах мы видим работу Анатолия по корпусу. Пробивает селезенку, пытается сбить дыхание спортсмена. И вот мы видим на повторе удар, который, конечно, сбил Анатолия. И дал заветные эти баллы Холову. Вот бой продолжается. Третий раунд. Первый раунд, напоминаю, ушел в пользу красного угла. Второй раунд ушел в пользу синего угла. И это решающий раунд. Оба спортсмена устали. Видно, что устали. Хорошо встречает ногой спортсмен красного угла. Временами многие тренера просят своих спортсменов, чтобы они подрались. Вот в этом бою мы конкретно видим, что два взрослых человека именно показывают свой характер. Дерутся, останавливаю бой, делаю замечание за удар в затылок, темечко. Даю возможность отдышаться, поправить нос. Там кровотечение небольшое с носа идет. Подсказывает Пысин Валерий своему спортсмену, чтобы тот встречал, чтобы работал. Показывает, что встречай на колено своего партнера, что он сам на колено наденется. Жестко продолжает работу спортсмен красного угла, представитель клуба Сапсан. Проще говоря, месяц своего противника руками. Мало работ ногами. Практически оба спортсмена закидывают друг друга руками, либо переходят в клинч. 15 секунд подсказывает до конца боя. Встречает, бьет с развороту ногой спортсмен. 5 секунд кричат, подсказывают. Ребята устали. Бой заканчивается. Спортсмены по углам. Ждем решения судей. Что решат судьи. Видим на повторе, хорошо встречает грудную клетку ногой Чупров Анатолий. Ну, на мой взгляд, здесь этот раунд я бы отдал все-таки Чупрову Анатолию. И победу в общем бою отдал бы Чупрову Анатолию. Ну, сейчас мы посмотрим, что скажут судьи. Так и есть. Чупров Анатолий становится победителем этого боя.